Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами ее ведущий, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. Сегодня мы поговорим на очень важную тему реабилитации. Ведь медицинская реабилитация является длительным и сложным процессом, который требует особого внимания как со стороны пациентов, так и со стороны специалистов. В процессе восстановления не бывает выходных и праздников. Здесь важен каждый шаг, пусть даже и небольшой. И с нашим сегодняшним гостем, заведующим амбулаторным отделением медицинской реабилитации Республиканской клинической больницы номер 3 Владимиром Никоноровым, мы поговорим о том, как правильно восстановить здоровье, а также обсудим различные методики реабилитации. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Давайте, наверное, по традиции начнем нашу программу с ответа на вопрос о том, что же такое медицинская реабилитация, что она в себя включает. Ну, отрасль направления медицины, как медицинская реабилитация, она достаточно многопрофильная. Все действия реабилитационных служб направлены на восстановление утраченных функций, доведение ее до оптимального состояния, насколько человек может восстановиться для того, чтобы улучшить, самое главное, качество жизни. А вот кто занимается медицинской реабилитацией, кто на это имеет право, нужно ли проходить дополнительное какое-то образование? Но в целом медицинская реабилитация достаточно, как уже сказал, новое направление. Раньше, если вспомнить историю, она идет еще с древнего Египта, да, ванны различные, там, кто в молоке купался, кто в крови, да, в то время, в средние века это тоже было свое тоже направление, как изоляция инвалидов от остальных, как бы нормальных людей. Сейчас это послевоенное время, особенно после Второй мировой войны, это новое направление, оно регулярно пересматривается, и для того, чтобы помочь пациенту, участвует очень много специалистов. Сейчас у нас биопсихосоциальная модель, так называемая, развивается, которая включает не только медицинских работников, это и педагоги, это и психологи, это инструкторы, методисты, реабилитационные сестры, достаточно большой коллектив, логопеды, эрготерапевты, то есть все специалисты, которые направлены для того, чтобы улучшить именно функционирование человека, адаптации его в обществе. Получается, что из этой всей команды, так называемая реабилитационная мультидисциплинарная команда, врач только врач-реабилитолог. По номенклатуре это физическая реабилитационная медицина называется. Остальные специалисты — это не врачи. Это уже средний медперсонал. Это большой костяк, это специалисты с высшим немедицинским образованием. Это в основном педагогическая, психологическая служба. Образование у них высшее свое. И, конечно, непосредственно, кто руками работает рядом с пациентом, очень не отходит от него практически, это реабилитационные сестры, это средний медицинский персонал. Вот вы как раз затронули новый термин, который, я уверен, большинству зрителей не совсем ясен. Биопсихосоциальная модель реабилитации. А в чем ее отличие от классической модели? Раньше, как вы помните, в советское время тоже, да, эти направления реабилитационной восстановительной медицины, так называемые, они были. Но структура здравоохранения в Советском Союзе, она была достаточно громоздкая, многозатратная и малоэффективная. Когда исторически это сложилось так, когда достаточно обеспеченные люди, здоровые, получали в Швейцарии, да, это все идет с Европы, ломали там различные конечности, позвоночник, становились инвалидами. И как раньше, даже сейчас в санаториях так практикуется, берет пациента, смотрят, дают бегунок, у вас у всех поголовно этот массаж, физиолечение, там ЛФК, и там какие-то фиточаи и так далее, ванны, грязи. И всем одно и то же. То есть нужна эта процедура, эффективна она или неэффективна, всем дается примерно одно и то же. И биопсихосоциальная модель, как раз эти обеспеченные уже ранее были здоровыми людьми, стали инвалидами люди в европейской части, начали
как бы предъявляете определенные требования вот, и, в назначении, потому что там человек платит за свое здоровье сам, и ненужные вещи, которые предлагало обычное здравоохранение, и их не устраивало. То есть пациент, который плохо говорит, нужен больше логопед, например, да, у человека, у которого есть психические осложнения, то, соответственно, психолог или психотерапевт. Кто плохо двигает там той или иной конечностью, функция какая-то нарушена именно движение, то, соответственно, это физический терапевт. То есть и в зависимости от вот как раз эта модель определяет именно участие именно самого пациента, его требования, его ожидания. Каждый человек все-таки индивидуален, и у каждого потребности свои, да? Кому-то делать надо намаз, кому-то надо варить кофе, кому-то убираться дома, а кто-то достаточно, в зависимости, из-за тяжести состояния цель ставится там позвонить по телефону, чтобы вызвать там сиделку или так далее, да, нажать на кнопку. То есть у каждого цели свои, и вот именно учитывая биологические особенности, медицинские, физические особенности, психологические, и именно учитываются еще социальные факторы его окружения. Есть ли у человека доступная среда, подъемник в подъезде, там лифт, который может на коляске человек выйти на улицу, или живет он в деревянном доме и с туалетом на улицу. То есть вот эти факторы тоже учитываются. Это, если проще сказать, индивидуальный подход к каждому пациенту. Да, конечно. И за границей, вот когда нас учили, все примеры в основном, они идут оттуда. Вот. В разных странах развитие здравоохранения, именно реабилитация, она разная. И в некоторых, даже достаточно развитых странах, например, пациент с инсультом, как у нас, там 21 день или там большее время он у них не находится. Например, находится около 3-4 дней. За это время социальная служба должна адаптировать его дом, где он живет, установить там пандусы, установить подъемники, адаптировать туалет и так далее. И пациента через 3-4 дня, в общем-то, выписывают домой, и он там уже живет уже в других условиях, адаптирует именно среду, в которой человек пребывает. Угу. А вот как раз затронули тематику других стран. Вот есть какие-то еще, кроме отличий, что человек там сам платит? Еще, может, какие-то подходы, которые вам известны, по крайней мере? Страховая часть медицины, она, конечно, у нас в России, она вообще государство социально адаптированное. Из-за этого к таким радикальным методам, раз у тебя там что-то случилось, и больше с тобой ничего делать не надо, такой подход у нас в России не идет. Это очень хорошо, что мы учитываем все-таки наш уровень жизни и стараемся пациентам именно добиться от человека его трудом, его упражнениями. То есть этот человек должен тоже активно участвовать в этом процессе, чтобы восстановить ту или иную функцию, чтобы человек был все-таки адаптирован в общество, да, чтобы вернуться к работе и так далее. В других странах это, конечно, все зависит от того, насколько у тебя толстый кошелек. Угу. Вот. То есть в этом плане мы, опять же, социально ориентированы. Да. Теперь, наверное, настало время поговорить об этапах реабилитации, сколько их вообще в целом, и что на каждом этапе ждет человека, кто нуждается в данном виде помощи. С нормативными документами у нас определено наличие 3 этапов реабилитации, и дополнительным идет после уже реабилитации санаторно-курортное лечение, оно идет отдельно. Определяется 3 этапа. Первый этап — это этап, который разворачивается помощь пациентам в экстренном отделении. Это может быть травматологией, это может быть инфарктным отделением регионального сосудистого центра, это может быть отделение для больных острым нарушением мозгового кровообращения, где определено, что с каждым пациентом, начиная с реанимационной койки, после поступления с человеком должны заниматься в течение первых 48 часов. В течение как минимум часа с пациентом занимаются лечебной физкультурой, психотерапией, при необходимости массаж, физиолечение, все процедуры. Это на первом этапе. И основным лечащим доктором на этом этапе является узкий специалист. Это может быть кардиолог, ортопед-травматолог,
там, ну, по профилю, да, онколог и так далее. На второй этап это уже чисто реабилитационный этап, когда состояние пациента уже позволяет, ну, как бы уже необходимость возникает заниматься и последствиями развития того заболевания, которое привело к ограничениям жизнедеятельности. И мы, как врачи физической реабилитационной медицины, в этом случае вступаем как лечащие врачи. То есть в зависимости от профиля, вот у меня есть, например, ну, основное образование у меня как кардиолог, вот, и второе у меня образование как врач-реабилитолог уже получается. И как бы, ну, есть у нас много разных специальностей, которые могут быть впоследствии после подготовки, переподготовки, обучения стать реабилитологом. То есть профиль достаточно многие. Есть реабилитологи-неврологи, есть реабилитологи, которые исходно были врачами лечебной физкультуры, например, или физиотерапевтами. Есть неврологи, есть ортопед-травматологи. То есть это достаточно большое. Но второе образование в реабилитации обязательно должно быть именно врач-реабилитолог. Вот. И на втором этапе мы уже занимаемся пациентом, ну, он считается более стабильным, занимаемся с ними уже не меньше 3 часов. Ну, в реальности, вот, по опыту работы в лечебно-реабилитационном центре нашей больницы, ну, с пациентом мы занимаемся даже больше, до 5-6 часов. То есть он к вечеру как бы устает достаточно сильно. То есть различные кардионагрузки, работа на тренажерах, тренировки различные интерактивные, работа с психологом, массаж, физиопроцедуры и там занятия. Сейчас у нас есть новые свои направления, там игротерапия, национальные игры различные. Из этого суммарно получается достаточно большое время. И это вот второй этап. И третий этап — это уже амбулаторный. На третий этап у нас приходят пациенты, которые могут самостоятельно передвигаться. В норме это отделение должно быть в каждой поликлинике. Сейчас у нас в городе Якутске есть отдельное учреждение, как называется, отделение реабилитации, Центра медицинской реабилитации. Это подразделение, медицинская организация, которая занимается полностью реабилитацией. В нашей больнице есть и в первой поликлинике, и в центре города Якутска. Это вот основные отделения, которые они многопрофильные. К нам приходят пациенты с различными патологиями, начиная с онкологии, кончая проблемами со спиной, позвоночником и так далее. То есть и сердечники. То есть достаточно большой перечень нозологии, которые необходимо знать, как помогать человеку, что нужно, какие процедуры. В этом нам помогают наши клинические рекомендации. А какой из этих этапов самый длительный и сложный? Второй, я так понимаю. Нет, в каждый этап он нужен, да, потому что если пациент лежит на реанимационной койке, он может залежаться, если он лежит достаточно долго. Вот почему 48 часов? Через 48 часов, если человек лежит непрерывно, с ними занимается, необходимость соблюдения есть там режима, да, что он не может встать, например, или там у него нога загипсованная на вытяжке и так далее, или по инсульту он плохо передвигается, развиваются уже другие осложнения, так называемые осложнения оказания помощи в реанимации. Это ПИТ-синдром называется, да, то есть его допускать нельзя. И пациент, получается, после 2 часов уже с ним занимается. Его поднимают, его вертикализируют, то есть физиологично человек должен находиться в вертикальном положении. Начинает, несмотря даже как пациент, который находится в коме, на ИВЛ, если состояние позволяет, его начинают поднимать. Достаточно сложная ситуация, да. Второй этап — это уже больше функциональные нарушения, да, уже последствия. На второй этап у нас приходят пациенты, которые не могут самостоятельно передвигаться. То есть это достаточно тяжелые пациенты, которые начали только сидеть или еще не начали сидеть. То есть у нас на каждый этап есть свои цели. На третий этап он самый длительный, конечно. То есть реабилитация, она этим периодом не заканчивается, она должна идти всю жизнь. То есть регулярно, раз в год, раз в полгода пациенты должны приходить
наблюдаться у своих реабилитологов, повышать свою переносимость нагрузки, толерантность физической нагрузки, например. Да? То есть это вот процесс регулярный. А вот чтобы попасть, например, к вам в отделение, какие документы нужно пациенту по себе иметь? Ну, сейчас у нас электронная история болезни, она единая. Из-за этого сейчас вообще проблем с необходимостью каких-то либо документов вообще нет. Все документы есть в этой базе. Это очень хорошо. Все электронные рентгеновские снимки, там электрокардиограммы, все это есть в компьютере, и в том числе даже направления. И это очень удобно. Пациентам просто выдается напоминание, что вы записаны туда-то, туда-то, нужно туда-туда подойти, в такой-то кабинет, и пациент просто приходит. Отбор проводится у нас по этапам. К нам на амбулаторную часть, например, могут направлять пациенты любые врачи. Это могут быть участковый терапевт, это может быть невролог, там, кардиолог, травматолог. Пациенты приходят к нам сразу же некоторые с первого этапа сразу же. То есть инфаркт случился буквально 10 дней назад, да, и сразу же пациенты через Артемис, нашу электронную историю, пациенты направляют к нам. Ну, главное желание, чтобы пациент желал заниматься, потому что реабилитация, она эффективна, когда человек в этом сам участвует. Если пациенту этого, скажем так, не надо, он этого не понимает или не хочет, конечно, хоть что делай, занимайся, очень много времени можно потратить и получить эффект практически никакой. Ну, какой был, такой и стал. А вот в части оплаты за услуги большинство реабилитаций входит в систему ОМС, как я знаю. А вот что не входит? У нас как бы сейчас вот очень такой находится как бы промежуточный период развития этой системы у нас вообще в России. Нормативные документы по нашей специальности вышли 5 лет назад, в 2018 году. Вот, и все очень динамически меняется. Наши вот сейчас, которые регламентируют нашу работу, они у нас прописаны до 2025 года. То есть в следующем году, скорее всего, мы ждем от Министерства здравоохранения Российской Федерации еще какой-то другой документ, который усилит, ужесточит определенные требования, а может быть наоборот, да, но ожидаем. То есть это все меняется. И даже по оснащению и так далее. Предыдущие приказы тоже были более жестче, сейчас они немножко помягче стали по требованиям по оборудованию, но перечень даже оборудования, методик тоже регулярно меняется, и каждые 3 года меняются клинические рекомендации. Соответственно, по каждой патологии есть 4-й блок нормативных документов, в котором прописано, что пациентам необходимо делать. Вот это все динамически меняется, и я думаю, с каждым годом качество нормативных документов, клинических рекомендаций, конечно, повышается. Да? Допустим, что сейчас платно делают? Все, что не входит в эти клинические рекомендации. То есть, если пациент, например, даже вот пациент с инсультом взять, например, самый распространенный, да, что так вот обыденному человеку очень непонятно, может быть, да, врачам, потому что мы работаем, все клинические рекомендации выходят на основании доказательной медицины. Проводится очень много исследований, этот метод идет пациенту, этот не идет, и вот это помогает, это не помогает. Соответственно, например, при инсульте массажа нет. Что было странно, да, вроде мы всю жизнь лечили инсульт, его пациенты там гладили руку, ногу, там спину и так далее, да. Вот этой процедуры, например, при инсульте не рекомендуется. То есть есть вот эти большие федеральные центры, где пациент вроде бы приходит, а массажа там нет. Да, хотя мы все любим, когда нас, пациенты и все люди любят, когда с ним контактируют телесно, чтобы что-то делают, да, как бы трогают. Вот, это пациентам нравится, но и данная процедура, если она не входит в рекомендации, соответственно, она уходит уже в платные. То есть это не по всем заболеваниям. При заболеваниях после операции, на позвоночнике, после эндопротезирования эти процедуры, они суставов, например, да, они прописаны. То есть мы их включаем в перечень ОМС. А все, что не входит, или есть технологии, которые при данной патологии, в принципе, можно делать, но они не прописаны. Они не входят в тариф, и, соответственно, они уходят уже в платные услуги. А вот если взять реабилитационную службу непосредственно в вашей больнице, вот
какие есть направления работы вот в амбулаторном поликлиническом отделении, какой коллектив, из кого он состоит, и чаще всего вот с чем к вам обращаются ваше подразделение? Да, ну, наше амбулаторное отделение медицинской реабилитации открыто третий год работает, достаточно молодое направление. До этого у нас в больнице, в Республиканской клинической больнице, был только второй этап. Лечебно-реабилитационный центр раньше назывался больница Якудзолота, да, на Борисовке. Сейчас это лечебно-реабилитационная, полностью реабилитационная служба на 60 коек. Сейчас у нас вот амбулаторное звено, у нас идет, ну, профили многопрофильные, по всем заболеваниям мы занимаемся с пациентами. У нас реабилитационная команда состоит из врача, как я как заведующий, как реабилитолог, у меня есть один доктор, тоже есть кардиолог, есть невролог, есть пациент, физические терапевты, это инструкторы-методисты лечебной физкультуры. Также средний медицинский персонал у нас представлен сестрами по физиолечению, по массажу. Вот, как бы нас ну, на данный момент 8 человек. Ну, а все-таки нозологии, да? Ну, болезни. Большинство пациентов, конечно, они мотивированы, те больные, которые имеют проблемы опорно-двигательного аппарата. Это мешает нашей жизни. Это большая часть, больше половины, это пациенты после травм, после растяжений, после патологии суставов, после операций на суставах и так далее. Вот. Чуть меньше это пациенты после инсульта. Позапрошлый год прошло около 70 человек. И чуть меньше кардиологические пациенты. Это после сердечной недостаточности, с нарушением ритма, после инфарктов, после операции на сердце. Вот есть федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Можно какие-то итоги уже подвести? Этот проект у нас развивается в регионе третий год. Первый год он направлен на модернизацию оборудования, которое находится именно в больницах. Только на оборудование. Этот проект у нас очень помог. В первый год у нас оснастился Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины. Там высококлассное оборудование того времени, уже 2 года прошло, да. В прошлом году в этом проекте участвовал отделение медицинской реабилитации Республиканской больницы номер 2 по профилю ортопедия и травматология. И в этом году включилась в эту программу наша больница. У нас должно поступить порядка 86 наименований медицинского оборудования. Есть аппараты, которые обладают достаточно большим функционалом, высокотехнологической реабилитационной. Это необычная там беговая дорожка или какие-то упражнения. Это очень такие аппараты, как экзоскелет, он уже у нас пришел. То есть это пациент, например, после полной перекрытия спинного мозга, который не может вертикально находиться, например, да, на уровне шеи или грудного отдела, у которого работают, например, только руки. Вот, то есть мы пациента можем научить ходить с помощью этого аппарата. Вот. Раньше такой технологии у нас в Якутии не было. Поступило оборудование по виртуальной реальности, то есть пациенты находятся в VR-очках. К нему подключается, например, имитация ходьбы. Самое главное, что нам нужно восстановить, например, по данному аппарату, это, например, ходьбу. Человек не может передвигаться, но в виртуальном мире он ходит, да, и это он ощущает своими подошвами. В это время, когда он наступает, происходит стимуляция подошвы, и головной мозг воспринимает это как ходьба, да, то есть любая утраченная функция, например, после инсульта, для того, чтобы восстановить движение, например, конечности, нужно повторять это движение 10 тысяч раз. Тогда у нас нервные клетки воспринимают эту утраченную функцию, начинают воспринимать, и появляется и чувствительность, и движение. То есть для этого пациент должен, вот как раз почему участие нужно, он это должен повторять, в том числе самостоятельно. А вот работу какую-то с некоммерческими организациями проводите? Да, у нас, когда я учился в Казани,
по новой специальности. Это был 2001 год. Достаточно ну, как бы дорого, да, учиться в чужом городе, ездить туда на 7 месяцев. Цикл у нас был 7-месячный, 1000 с лишним часов. И второй приезд у нас был еще на аккредитацию. И вот этот момент, когда необходимо проходить аккредитацию, то есть получать допуск для практической деятельности, уезжая повторно в другие города, в Якутске этого еще не было в то время, и мы решили с коллегами, которые уже проучились в других городах, ну, как и я, соответственно, сформировать общественную организацию. У нас есть общественная организация Якутское республиканское общество специалистов по медицинской реабилитации. Туда входят не только врачи-реабилитологи, и логопеды, и психологи. И мы организовали в 2002 году именно аккредитационную площадку в нашем университете. И для того, чтобы, например, ну, получается, сэкономить и время, и силы, и не уезжая в чужой город, наши специалисты, которые ну, где-то проучились, уже могут аккредитацию проходить вот на нашей базе. Это вот основная цель, ну, методическая, организационная нашего общества. И вторая цель — это наша социальная, ну, как медицинская реабилитационная именно по профилю помощь. У нас есть несколько проектов, которые мы реализуем в рамках, ну, в том числе грантовой помощи, участвуем достаточно часто, ну, регулярно, скажем так, в различных конкурсах, что-то выигрываем, что-то не получается, как бы это все происходит. И в основном по нашей части у нас есть, например, проект Game Rehab. Это при поддержке Алмаз-Эргенбанка, 30 добрых дел Алмаз-Эргенбанка в честь 30-летия этого банка нашего регионального. Это очень хорошо, что наш бизнес региональный, он помогает. Мы закупили 5 аппаратов, тренажеров, которые прицепляются на плохо работающую мышцу, на кожу. Например, если это рука, то, соответственно, пациент, например, плохо поднимает руку или плохо сгибает, например, пальцы. Да? Этот аппарат у нас считает именно импульсы, которые идут с головного мозга на этой мышце, и определяет силу свою, и человек устанавливает на своем смартфоне приложение, и с помощью этого приложения спокойно дома или в выходные дни, или в вечернее время может заниматься. Как рука, получается, играет роль джойстика. Достаточно простая вещь, и пациент может самостоятельно дома. Мы их раздаем на дом, и у нас в вечернее время занимается еще в лечебно-реабилитационном центре. Это вот у нас с поддержкой нашего банка. Второй у нас проект, который тоже реализован, это этноигротерапия. Мы начали, потому что наши якутские игры, вот Хабалхамаска, там Ойбон и так далее, вот, деревянные, вот, достаточно они малозатратные, пациент может, в принципе, сам купить, но мы вот в условиях стационара или амбулаторно тренируем именно ловкость, потому что все якутские наши игры, они ручные, да, они направлены на тренировку ловкости. Вот именно при инсультах это очень важно. Координация, движение мышц и так далее. Вот это у нас реализуется в нашем лечебно-реабилитационном центре. Также мы очень много сотрудничаем с другими некоммерческими организациями. У нас есть «Долго жить». Это социальная служба, там респисная помощь пациентов, которые лежат много лет, не могут никуда выйти. Родственники тоже вот занимаются работой со психологами. Идет прямо на дому, там они выделяют там памперс и так далее, средства ухода. Очень сильно помогает. Также мы сотрудничаем с другими организациями. Вот Федерация национальных игр нам помогает. Вот по Хабалхамаске бывают турниры различные устраиваем. Также сотрудничаем. Идет у нас большая работа, помогает нам очень хорошо и единый ресурсный центр, помогает оформлять грантовые заявки на различную методическую помощь тоже оказывает. Что тут, начиная от работы, содержания, формирования бюджета, там, ведения сайта, социальных различных вот этих страниц и так далее. То есть достаточно большая работа командой проводится. А самих пациентов к общественной работе привлекаете?
Ну, пока на данный момент мы как бы общество молодое, да, я думаю, этот этап мы дойдем до этого этапа. Потому что самое, вот когда отзывы хорошие идут, когда пациент сами начинает рассказывать, как они это все делали, конечно, эффект от обратной связи достаточно будет, я думаю, в этом случае хороший, но это следующий этап. Пока на данный момент мы работаем сами. Вот как раз сейчас немножко о будущем, да, вот, вы в ответе на ряд моих вопросов так частями предвосхитили вопрос, который я хочу задать следующим. Это что ожидается нового в медицинской реабилитации, возможно, какое-то новое направление или и в плане лечения, и в плане медицинского оборудования, применения компьютерных новых технологий. Вот сейчас, как вы думаете, перспектива на 10 лет, вот если горизонт планирования взять? Ну, как бы, если горизонт, ну, горизонт планирования на 10 лет это уже много, да? Если взять вообще человечество, сколько-то у нас 2500, по-моему, поколений жило в пещерах, да? Наличие электричества у нас застало 3-4, по-моему, поколения, а наличие интернета у нас, вот мы являемся практически первыми людьми, которые вообще этими вещами пользуются, компьютерами и так далее. То есть первый компьютер у нас был изобретен, по-моему, в 81 году, даже моложе, чем я, да, вот, и получается, все развивается очень динамично, и вот получается 20-30 лет, и все уже по-другому. Это смартфоны и так далее, да. Вот, и, соответственно, и все эти наши технологии, наша жизнь, я думаю, будет меняться достаточно динамично. И вот если взять вот эту федеральную программу «Оптимальная для восстановления здоровья», в то время, когда вот оснащался Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины, этих технологий еще и не было. Вот, которые сейчас пришли. То есть это не из-за того, что тогда денег тогда было мало. Деньги, принцип по финансированию, он равномерно распределен по годам. Но тех технологий, которые сейчас уже есть на рынке, тогда еще не было. То есть даже вот так вот. За 2-3 года появляются различные медицинские изделия, которые обладают, например, сейчас вот нейрокисть, вчера вот сидел человек, смотрит на мой монитор экрана, хочет мысленно захватить предмет. Для этого аппарат считает импульсы в головном мозге. Если он делает это правильно, создает импульсы в правильном порядке, аппарат сжимает или разжимает его кисть. То есть получается, что зрительный контакт один этап, и второй — обработка правильного движения, которое было утрачено, и третий — он чувствует эту вещь в своей руке. Вот так вот движение. То есть это несколько модальностей. То есть один аппарат работает по 3-4 направлениям в человеке сразу, да. То есть это очень интересно. На днях тоже читал очень интересную вещь. Илон Маск наш, да, вот, искал полгода назад, по-моему, где-то так, искал добровольца, который захотел бы себе имплантировать чип в головной мозг. И вот эти вот данные, и этот человек у нас научился, вот я по последнему недавно читал, научился работать мышкой. То есть без рук уже может управлять курсором. То есть это же очень, как бы, если у человека есть какой-то дефект, например, да, тоже конечности, сейчас очень много вот этих послевоенных травм пациентов, которые имеют ограничения. Соответственно, это очень, я думаю, в дальнейшем будет развиваться именно в этом направлении, развитие цифровизации, искусственного интеллекта. И вот скоро будем мыслями как бы управлять различными гаджетами, да, в том числе. Вот у нас есть умная палата. Я вот был летом прошлого года в Казани. Там есть большой реабилитационный центр новый. Есть у них палата, в котором пациент лежит, у него есть монитор и датчик, который считывает движение глазных яблок. И с помощью этого есть иконки, сосредотачиваясь на какой-то иконке, пациент может открывать там окно, вызывать медсестру, включать телевизор, то есть даже глазами, только
совсем для обездвиженных. То есть и в палате есть сантехник, который меняет высоту, например, да? Шкафы, которые тоже могут подниматься, спускаться. То есть человек на коляске, то есть может сидеть, уже может этим пользоваться. И вот такие вот палаты, они, в общем-то, будут помогать пациентам самообслуживаться. Спасибо большое, Владимир Николаевич, что подошли к нам вечером в студию, рассказали очень интересные вещи. Я надеюсь, что в Якутии те новинки, ноу-хау, которые есть и на мировом рынке, уже в ближайшее время появятся, с учетом того, что я знаю, как активно развивается система реабилитации непосредственно в Республиканской клинической больнице номер 3. Ну и с учетом того, что есть молодой активный коллектив, чтобы это все внедрять, думаю, у вас все получится. Поэтому удачи вам на этом нелегком, но очень интересном пути. Спасибо, Иван Петрович. Ну а вам, дорогие коллеги, безусловно, желаю, как всегда, здоровья. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях. Проект «Мой доктор» подошел к концу. С вами был Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение в Республике Саха-Якутия. Всего вам самого доброго. До свидания.